Министр внутренних дел по Коми Виктор Половников окончательно отказался внедрять в жизнь идею своего предшественника Анатолия Жуковского по созданию авиаотрядов полиции. По задумке, оснащение ведомства собственными авиатранспортом позволило бы не только оперативно высылать следственно-оперативную группу на место происшествия, но применять технику в поиске и спасении людей. Для огромной республики и малочисленной по плотности теория выглядела вполне убедительной. В 2014-м для ее воплощения укомплектовали штаты и пополнили арсенал МВД беспилотниками и вертолетом Ми-8. Численностью 18 человек, значит, мы уже определили, нашли возможности, откуда взять, потому что дополнительная штатная численность нам никто не даст, естественно. Все это, значит, происходит за счет внутренних наших резервов. Поэтому мы сократили ряд должностей, даже в том числе и в серьезных службах, таких как и уголовные розыски, в отделе по борьбе и управлении по борьбе с экономическими преступлениями. И вот спустя 3,5 года новый министр говорит, что смысла в воздушной полиции не видит, потому что наземная и так отлично справляется со своими задачами. Штатные должности сокращены. Там нужно постучать по дереву, да, но пока таких ситуаций не возникало, когда вот острая необходимость была авиаотряда. Потому что, во-первых, это затратное мероприятие, во-вторых, укомплектовать авиаотряды очень сложно. Есть конкуренция, и те должностные оклады, которые предусмотрены по штатному расписанию, были в МВД, они людей не устраивали. А более того, скажу, что в связи с реформированием Росгвардии и МВД авиаотряды отошли к компетенции Росгвардии. Как же быть, если час Х все-таки случится? Как отметил министр Половников, в случае необходимости у полицейских всегда есть возможность взаимодействовать с Коми авиатрансом. На помощь готовы прийти и ведомственные силы крупных предприятий, например, «Газпрома». Но если необходимость в этом действительно возникнет.